Слово для выступления предоставляется обращающей стороне Айткуловой Крамидину Назирович. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Микрофон включите. Да, в ходатайстве подробно указал, но я все зачитывать не буду. Здесь самый главный вопрос в том, что отсутствие в оспариваемой статье законоположения о том, что нет права заинтересованных лиц обжаловать приговор первой инстанции в апелляционном порядке, если даже их интересы были затронуты, их права и интересы были затронуты. Дело в том, что вот эта статья, она по объему меньше, чем статья, часть 3 статьи 100 Конституции. В Конституции там четко написано, что каждый имеет право обжаловать те приговоры, которые затрагивают их интересы. В кассационном порядке эта норма, она как бы соответствует Конституции, вот этой нормы, которую я назвал, а в апелляционном порядке нет. Поэтому она уменьшена, этот объем. И это повлекло в данном случае, затронули права и интересы Сакимбаевой, интересы, которые я представляю. Значит, в чем дело? Это Сакимбаева и Узбеков, в отношении них было возбуждено уголовное дело. Само уголовное дело было возбуждено по признакам вымогательства взятки 13 апреля. Даты, я прошу, они имеют значение. 13 апреля 2023 года. 20 апреля Узбеков был пойман с поличным при получении взятки. В этот же день, 20-го, была задержана, Узбеков был задержан и водворен в ЕВС по подозрению в вымогательстве взятки. В этот же день была задержана и Сакимбаева по подозрению в посредничестве во взяточестве. Тоже в рамках этого же дела по вымогательству взятки. 20-го. 22 апреля уголовное дело в отношении Сакимбаевой, материалы в отношении Сакимбаевой, из этого дела Узбекова выделяется в отдельное производство. О чем мы не знали, мы как бы считали, что я фактически, если не с первых дней, то фактически с первых дней я участвую в этом деле. Мы считали, что дело Узбекова и дело Сакимбаева идет в одном производстве. Потом узнаем, уже постфактум мы узнаем, что, оказывается, 22 апреля после предъявления обвинения выделяется в отдельное производство в отношении Сакимбаевой. Ей присваивается этому уголовному делу такой же номер, только с литером А. Что интересно здесь, вот в возражениях, например, представитель президента говорит, выделили, потому что Узбеков заключил соглашение о признании вины. Но дело в том, что соглашение о признании вины он заключил 3 мая, то есть после выделения дела. Это раз. Во-вторых, о чем мы не знали, и потом только узнаем, что мы узнали о том, что он осужден отдельно и уже вышел на свободу, после того, как он вышел на свободу. Случайно узнаем. Но, учитывая, а дело Сакимбаева еще идет. В месячный срок, пока, который можно обжаловать, приговор первой инстанции, мы приговор
Узбекова обжаловали. Но здесь речь идет не только о том, что необоснованно разделили, как мы считаем, искусственно разделили это дело, о чем нас не поставили в известность. Здесь еще большое значение имеет то, что, как мы полагаем, вымогательство взятки было необоснованно исключено из обвинения Узбекова. 25 апреля, вот обратите внимание, 25 апреля он подает ходатайство о том, чтобы заключить соглашение о признании вины по вымогательству взятки. Он признает свою вину, он вместе с адвокатом подает ходатайство, что прошу заключить соглашение о признании вины, мы признаем свою вину в вымогательстве взятки. 28 апреля он показания дает, где он говорит, что он признает свою вину в вымогательстве, что он требовал взятку у взяткодателя. Он это признает. Но 3 мая, через несколько дней, да, буквально, получается, что следователь переквалифицирует действия Узбекова с вымогательства взятки на получение взятки. То есть, и заканчивает дело, предъявляя окончательное обвинение только по получению взятки. И так он в суд отправляет, о чем мы не знали своевременно. Почему это исключение вымогательства взятки имеет значение для Сакимбаевой? Дело в том, что оно было возбуждено как вымогательство взятки. Вымогательство взятки – это требование лица. То есть инициатором дачи получения взятки в данном случае является Узбеков. Вот, согласно первичных материалов дела, ему это предъявлялось обвинение по вымогательству взятки до 2 апреля. А потом переквалифицирует и окончательно только получение взятки. Дело в том, что если вымогательства взятки нету, тогда встает вопрос, кто является инициатором дачи получения взятки. Если это не взяткополучатель, тогда, значит, инициатором является или взяткодатель, или посредник. Взяткодатель, его, значит, прекратили дело, освободили от ответственности в связи с тем, что она обращалась о даче взятки до возбуждения дела. О даче взятки. Короче говоря, это все идет к тому, что вопрос в отношении Сакимбаевой фактически из-за того, что уже приговор, он был осужден Узбеков только по получению взятки, получается, что предрешен вопрос о том, кто является инициатором дачи взятки. Получается, что Сакимбаева является инициатором. Но вопрос, здесь же не только, когда решается вопрос об уголовной ответственности, речь идет не только о квалификации, да, есть еще о мере наказания. Поэтому для суда очень важно, кто является инициатором взятки. От этого тоже может зависеть мера наказания. Одно дело быть инициатором всего этого преступления, а другое не быть этим инициатором. Поэтому в данном случае мы считаем, что в данном случае идет укрытие тяжкого преступления у Узбекова, именно вымогательство взятки. Потому что ему предъявлялось обвинение, а потом оно исключено, но постановление о том, чтобы прекратить дело вымогательства взятки, постановление не выносилось. Просто переквалифицировали. Но переквалифицировать можно статью, если еще это до возбуждения, да, то есть до предъявления обвинения. Если, например, возбудили по одной статье, а потом еще до предъявления обвинения оказалось, что там надо другую статью, можно переквалифицировать, на практике так и делать. Но если обвинение предъявлено лицу, вот Узбеку предъявлено вымогательство взятки, то окончательно не предъявлено, значит, они должны были
норма УПК об этом есть, я об этом указываю в своем ходатайстве, о том, что необходимо, если в части обвинения значит, не подтверждается, надо выносить постановление о прекращении. Но постановление не вынесено. Я считаю, что это сделано было умышленно, специально для того, чтобы скрыть вот это вот укрытие преступления у Узбекова. Мы своевременно не могли это, так сказать, обжаловать все эти действия и следователей, и надзирающих прокуроров, потому что своевременно нам это не известили и так далее. Это можно было сделать только обжалуя приговор Узбекова в апелляционном порядке. Но нам его не дали обжаловать. Нам его вернули. Что интересно, вернул своим решением председатель Московского районного суда. Хотя он был не вправе это делать. Есть норма, я об этом указываю в своем ходатайстве, о том, что возврат, если даже ненадлежащим лицом, как считает, можно возвратить, это закон допускает, но это должен делать апелляционная инстанция. А оно до апелляционной инстанции не дошло. Сам председатель Московского районного суда, он сам решил единолично. Хотя есть норма, я об этом указываю в своем ходатайстве, какая норма нарушена. Он не должен был это делать. Это мог сделать только суд апелляционной инстанции, коллегиально, тройка. Но оно не дошло, просто не направили. И теперь получилось, что он не обжалован, фактически, как бы, из-за этого решения председателя Московского районного суда. И он вступил в силу. Потом в кассационном порядке обжаловать не можем, потому что в апелляционном его не обжаловали. Вот. Но здесь мы почему обратились? Потому что даже если бы оно пошло бы в апелляционную инстанцию, не было уверенности, что мы могли бы там апеллировать, чтобы именно в данном случае, хотя по 397 УПК мы не являлись как бы формально стороной по делу Узбекова, но Конституция, именно ссылаясь на прямое действие Конституции, часть 3 статьи 100, чтобы приняли и рассмотрели его по существу. Но этого тоже уверенности не было. Поэтому здесь имеется как бы вот эта неопределенность правовая. Поэтому мы вынуждены были обратиться в Конституционный суд для того, чтобы это привели в соответствие с Конституцией нормы УПК, именно статью 397. Конечно, ведь здесь речь идет не только о действиях следователя, необоснованных, как мы считаем, что он необоснованно выделил, но и это было сделано при попустительстве надзирающих прокуроров. Именно они допустили, чтобы укрыли тяжкое преступление, в результате чего вопрос предрешен. Вот приговор вынесли только по получению взятки. Потом этот же другой судья этого же суда вносит, должен вынести приговор в отношении Сакимбаевой. Мы об этом говорили, что здесь вот так все эти доводы, о которых я говорил, мы приводили, что тут нарушаются права, что нельзя это делать, отдельно их рассматривать. Но я понимаю судью Московского районного суда, ведь вступивший в законную силу приговор суда, как известно, он обязателен для всех, он не мог не учитывать этот приговор. Если там написано, что он осужден только по получению взятки, то кто тогда инициатор? Получается, Сакимбаева. А ведь приговор, когда направляли дело в отношении Узбекова, там в обвинительном акте, я его предложил, там указано, что он деньги получил через Сакимбаеву. То есть уже там, и это как бы уже вступил в законную силу такой приговор. Он получил взятку через Сакимбаеву. Значит,
Сакимбаеву, тут как бы уже предрешен вопрос ее ответственности именно по посредничеству обязательности. Поэтому обязательно надо удовлетворять это ходатайство, потому что вот эта статья 397 УПК, она по объему меньше, чем статья 100 Конституции, чего нельзя, это недопустимо, что там расширенные права, имеют право обжаловать все лица, интересы которых затронуты, а в 397 в апелляционном порядке только участники процесса могут обжаловать. Или там лица, у которых там арест наложен. Поэтому здесь самое главное, что я хочу донести до вас, что интересы Сакимбаевой тут все наши доводы, они не могут быть рассмотрены. Вот если приговор взять в отношении Сакимбаевой, вот эти наши доводы, то, что связано с Узбеком, там вообще не рассмотрено. Там он вынес такой приговор, как будто защитников нету. Там доводы защиты не проанализированы и мотивированы, не отвергнуты. Просто он не указал, он просто вынес приговор, все, виновата по показаниям, по обвинительному акту вынес и все. Доводы защиты. А почему он так делал? Потому что уже приговор Узбекова есть. Он же не может его отменить или как-то вынести судебный акт, который противоречит этому приговору. Именно это мог сделать только вышестоящая инстанция. Именно поэтому я прошу удовлетворить мое ходатайство в полном объеме. У вас все? Да.